Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 15 сентября 2020 года. Это будет вторник. Посмотрим, какой будет сегодня день. Выпадает карта повешенной, что будет помогать. Луна, что будет мешать. Колесница. Все карты старшего аркана выпали. Важный день. Вот у нас выпадает карта повешенной. А это значит, что будет много ситуаций, которые не позволят нам продвигаться. Или может быть вынужденное какое-то бездействие или ограничение в чем-то может быть, которое не зависит от нас. То есть вот так решили сегодня другие люди, обстоятельства, высшие силы, да, и нам очень трудно здесь что-то поменять. Также эта карта говорит о работе в одиночестве, о работе удаленной. Также карта может говорить о том, что мы находимся, допустим, целый день в помещении, да, очень много работы, не можем выйти. Также мы можем анализировать прошлое сегодня. То есть, допустим, день такой выдался, когда мы можем, может быть, встают ситуации из прошлого, люди приходят из прошлого, и мы можем проанализировать все детально и с тем, чтобы не допускать ошибок в будущем. А также это карта зависимости. Очень легко сегодня впасть в зависимость от еды, от курения, от алкоголя и так далее, и так далее. От других людей может быть зависимость, да. Это может быть финансовая, вот зависимость от семьи может быть, от партнера, от детей и так далее. То есть вот мы можем чувствовать собственную несвободу. А также карта, связанная с заграницей. Да? Допустим, мы общаемся с кем-то, кто далеко от нас. Мы можем решать какие-то вопросы, связанные с ситуациями, которые там никак не проясняются. Допустим, какие-то тайны есть. От нас кто-то что-то держит в тайне, и вот мы никак не можем через эту тайну пробиться, никак не можем узнать то, что нам положено знать. А что еще важно? Может быть, вот по этой карте очень часто может кто-то следить за нами, да, но это, конечно, не паранойя, да, может быть, действительно там программы слежения на телефоне, на компьютере, то есть можно проверить сегодня на этот предмет. А вообще хорошее время для того, чтобы заниматься прошлым, психологически как-то практики какие-то делать, освобождение от прошлого, от обид разного рода. Также очень хорошее время, чтобы побыть на природе, на море, у воды. Действительно, мы можем здесь как-то отдохнуть душой и телом. И хорошая карта, когда мы отдаем все свои проблемы Вселенной, высшим силам, Богу, да, вот когда мы перестаем контролировать то, на что повлиять не можем, и вот как-то вера наша развивается сегодня, да, и мы прям очень остро можем почувствовать сегодня, что нас слышит Вселенная, Бог, да, нас поддерживает и так далее. Что будет помогать? Будет помогать Луна. Но Луна, вот здесь старший аркан, она у нас не Луну обозначает, она обозначает у нас Нептун астрологически, да, то есть Нептун это как раз творчество, это вера в высшие силы, это любовь, глубокая любовь между людьми. Это может быть и обманы, какие-то зависимости, да, вот именно эта карта говорит о том, что сегодня все это, вот что для каждого из нас важно, оно будет выходить на поверхность, и мы будем с этим разбираться, мы будем это прорабатывать. В общем, день работы именно с подсознанием сегодня, день работы с какими-то глубокими убеждениями, верой, прошлым и так далее. Что будет мешать? Будет мешать колесница, то есть желание уйти от этих проблем, не решив их. Желание переключиться на партнера, перенести свою ответственность на других людей, просто вот сделать вид, что мы не замечаем, что происходит. Давайте отношения посмотрим. Те, кто в поиске партнера. Опять же, старший аркан выпадает, очень сегодня серьезный день. Выпадает старший аркан Иерофант. То есть здесь либо знакомство может произойти с человеком довольно-таки высокопоставленным, да, человеком, который придерживается таких традиционных взглядов на жизнь, на отношения, на брак. Или может быть здесь знакомство через людей более старшего возраста, уважаемых.
А для тех, кто в паре, здесь у нас выпадает рыцарь чаш, карта, которая говорит о том, что открываются какие-то новые возможности для взаимопонимания в паре, для романтики, для того, чтобы чувства, может быть, вышли на новый уровень, или если была ссора, примирение здесь. То есть очень хороший день для тех, кто в паре. Карта для тех, кто в ссоре. Выпадает карта влюбленные, то есть нужно убирать все претензии, да, и помнить о том, что для вас важно, да, что вы любите друг друга. Это послужит примирению. А теперь посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, снова старший аркан Император. Замечательная карта, которая говорит о том, что вы сегодня в силе, вы можете найти работу и высокопоставленную, работу руководящую, да, с хорошим обеспечением, с хорошими деньгами. Также для тех, кто уже имеет работу, опять выпадает карта старшего аркана сила, да, то есть сегодня, возможно, придется очень много усилий прикладывать, может быть, будут проблемы взаимоотношений между начальством и подчиненными, могут быть проблемы, связанные с финансами сегодня, да, вот, но все это успешно можно решить, если приложить усилия. Для тех, у кого свое дело, здесь у нас рыцарь жезлов. Это карта, которая говорит о том, что сегодня неплохо было бы, опираясь на то, что было достигнуто в прошлом, либо планы новые строить, либо даже начать что-то делать по-новому, да, то есть не так, как вы привыкли. Скорее всего, у вас здесь какие-то новые обстоятельства открываются, которые для вас раньше были закрыты. Новые люди могут приходить. Это фигурная карта у нас. И вполне возможно, здесь появляются новые клиенты, новые партнеры. Вы можете действовать по-новому как-то. А может быть, придется сегодня горячо доказывать какую-то свою позицию. Или, может быть, даже повоевать с кем-то придется для того, чтобы отстоять свои позиции. Финансы для тех, кто на зарплате. Король чаш. Здесь может быть траты на праздник, на спиртное, на организацию какого-то там романтического ужина, свидания и так далее. Да. Также траты на психолога, может быть, на то, чтобы вот как-то себя порадовать, успокоить себя душевно. А для тех, у кого свое дело, здесь у нас туз чаш выпадает. То есть это самореализация. Вот именно самореализация через ваши финансы. Вот не зря вот эта карта у вас выпадает рыцарь жезлов. Действительно, что-то сегодня произойдет, что поможет вам по-новому зарабатывать. Будет возможность открыть новый источник дохода. Для здоровья выпадает паж мечей. Карта говорит о том, что сегодня вы можете слишком много эмоций потратить, и это может нанести вред вашему здоровью. То есть нужно беречь сегодня свое вот это вот состояние безмятежности, может быть, какой-то, да, то есть или стремиться к тому, чтобы у вас было такое состояние, когда вы не реагируете слишком остро на других людей, на какие-то ситуации, и в итоге дня у нас тройка пентаклей. Хорошая очень карта, которая показывает результат завершения очень важных каких-то дел. Да. Вообще у нас тройка пентаклей – это Марс в Тельце. То есть ваши усилия, они увенчаются успехом, вы получите какие-то деньги, вы можете решить какие-то финансовые проблемы, финансовые вопросы, да, и, кстати, это хорошая карта для взаимоотношений, тоже договориться, если у вас были какие-то споры, конфликты. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!